Россиянин Данил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче первого тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-4. Спортсмены встретились друг с другом 8-й раз. Теперь в активе россиянина 3 победы против 5 у немца. Напомним, Медведев выступает в группе Токио 1970. Ранее в другом матче квартета лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Во втором туре россиянин сыграет против Джоковича. Встреча пройдет в ночь со среды на четверг. Петербургский СКА в овертайме со счетом 3-2 обыграл уфимский Салават Юлаев в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей в основное время дубль оформил Антон Бурдасов. Решающую шайбу в овертайме забросил Владимир Ткачев. У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников. СКА одержал 4-ю победу к ряду. Клуб с 35 очками занимает 2-е место в таблице Западной конференции. Уфимские хоккеисты идут 5-ми на Востоке, имея в активе 34 пункта. В следующем матче СКА на своем льду примет Челябинский «Трактор», а Салават Юлаев дома сыграет со столичным «Спартаком». Форвард Питтсбурга Евгений Малкин попал в топ-20 лучших действующих центральных нападающих Национальной хоккейной лиги. Рейтинг составили эксперты официальной телесети лиги НХЛ Network. Россиянин расположился на 8-й позиции. Список возглавил канадец Конор Макдэвид из Эдмонтона. Вторым стал американский форвард Колорадо Натан Маккинон. Тройку лидеров замкнул еще один представитель Эдмонтона – немец Леон Драйзайтель. Напомним, Малкин выступает за Питтсбург с 2006 года. В общей сложности он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах лиги, в которых забросил 416 шайб и сделал 660 ассистов. В составе клуба россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин негативно относится к идее создания нового клубного турнира Европейской суперлиги и считает ее популистской. Об этом руководитель УЕФА заявил накануне. Ранее ряд средств массовой информации сообщал о том, что английские Ливерпуль и Манчестер Юнайтед вместе с другими европейскими топ-клубами хотят организовать новый международный турнир, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, а матчи будут проходить параллельно с национальными чемпионатами и европейскими турнирами. Сообщалось, что первый сезон нового турнира начнется не раньше 2022 года. Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство. Теперь спортсмен сможет выступать за сборную России. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом текущего года. Спортивное гражданство игрока было эстонским. Блокирующий играет за «Зенит» с 2010 года. Ранее он выступал за кемеровский «Кузбасс», в составе которого в прошлом году стал чемпионом России. Помимо этого он защищал цвета французского «Канна», а также ряда польских и эстонских клубов. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 14 медалей на первенстве России по масс-рестлингу. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участниками которого стали 66 спортсменов из 13 регионов страны, прошел во Владикавказе. Нашу республику на соревнованиях представили юноши и девушки, которые стали обладателями 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Награды высшего достоинства в копилку команды принесли юноши, первенствовавшие во всех весовых категориях. Чемпионами стали Эдгар Игнатьев, Айсен Мигалкин, Станислав Андросов, Сарел Сивцев, Никита Татаринов и Евгений Попов. Артем Соколов провел первый матч в текущем сезоне футбольной национальной лиги за основную команду Чертанова после восстановления от травмы. Случилось это в выездной игре 22-го тура против команды Томь. Якутянин вышел на поле со скамейки запасных на 84-й минуте встречи и помог удержать победный счет 2-1. Напомним, Артем является воспитанником детской якутской команды «Пульс», в составе которого он становился победителем республиканских и всероссийских турниров. Прошлый сезон футболист провел в молодежной команде Чертанова, став победителем юношеской футбольной лиги и лучшим игроком турнира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!